эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Госдолг субъектов России с начала года сократился на 8,6%. Об этом стало известно благодаря мониторингу экономической ситуации, подготовленным Институтом Гайдара и РАНХИКС. Общее улучшение сбалансированности региональных бюджетов способствовало снижению их государственного долга, который к концу июля составил 2 триллиона рублей. За год госдолг сократился у 67 субъектов федерации. Лидерами по снижению объема госдолга с начала года стали Краснодарский край, Нижегородская и Свердловская области. Средняя долговая нагрузка субъектов Российской Федерации сократилась до 21,5% и вернулась к уровню 2009-2012 годов. Специализированные дроны-тяжеловозы появятся в России через 3 года. Они смогут развивать скорость до 180 км в час и перевозить грузы весом до 80 килограммов на дальние расстояния. Разработчиком беспилотника является компания Aerox. Она намерена начать серийное производство новинки уже в 2022 году. Дрон сможет доставлять грузы в сложных погодных условиях благодаря высокой устойчивости к ветру. По словам разработчиков, такой дрон способен заменить легкие вертолеты, например, в нефтегазовой сфере, где на них приходится порядка 60% рынка вертолетных доставок грузов, а также используется в почтовых перевозках. Компания «Газпром-Трансгаз Томск» создала в городе Нерюнгри филиал управления аварийно-восстановительных работ. Это второе управление для «Трансгаза», первое зарегистрировано в Томске. Отметим, что в Якутии у компании также есть 3 филиала – Ленское, Алданское и Нерюнгринское линейные производственные управления магистральных газопроводов. «Газпром-Трансгаз Томск» эксплуатирует более 9 тысяч километров магистральных газопроводов в Сибири и на Дальнем Востоке. Выполняет функции заказчика строительства газопровода «Сила Сибири». Ученые, представители международных организаций и дипломатических корпусов из 14 стран стали участниками открывшегося в Якутске Северного форума, результатом которого должен стать запуск международных проектов по развитию Арктики. В нулевой день форума участники обсудили вопросы российско-корейского сотрудничества по линии научных исследований в области демографии, сохранения окружающей среды и климата. Официальное открытие форума состоится сегодня, 25 сентября. В этот же день пройдет пленарное заседание с участием главы Якутии и представителями Исландии, Норвегии, Китая и других зарубежных экспертов. Итоги мы должны найти как раз по проблемам устойчивого развития. Всего у нас 17 целей устойчивого развития ООН, где мы рассматриваем 3 основных понимания. Это экономика, экология и население. Количество бюджетных мест по подготовке инженерных кадров выросло во всех колледжах и техникумах Дальнего Востока. В частности, в Якутии наиболее востребованы специалисты на предприятиях добывающих отраслей по таким направлениям, как прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. Этим профессиям обучают студентов в региональном техническом колледже, в Мирном и Южно-Якутском технологическом колледже. В дальнейшем выпускники будут работать в Алроса, Колмар, Золото-Селигдара и Эльга-Уголь. В соответствии с заявками работодателей до 2025 года на предприятия Дальнего Востока потребуется более 75 тысяч специалистов инженерно-технического профиля со средним профессиональным образованием. 36% от этого объема приходится на специалистов без опыта работы, то есть на выпускников колледжей и техникумов. Компания «Колмар» начала подготовку к реализации проекта строительства очистных сооружений на Денисовском ГОКе в Нерюнгринском районе. В настоящее время в проект инвестировано 130 миллионов рублей. Общий объем капиталовложений составит 383 миллиона рублей. Подрядная организация уже приступила к разработке проектной и рабочей документации, подставке оборудования, проведению шеф-монтажных и пусконаладочных работ. Отметим, что совокупные затраты предприятия с начала года на мероприятия по защите экологии составили 201,5 миллиона рублей. Из них более 1 миллиона рублей «Колмар» направил на производственный экологический контроль. В продолжение темы компания «Алроса» направит 138 миллионов рублей на программы комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы районов. Реализация данного проекта начнется уже со следующего месяца. Программа будет разделена на 3 блока: мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков, научно обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающих в бассейне реки Вилюй и Марха, и оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков.
Научные исследования будут носить комплексный характер и учитывать негативное техногенное воздействие на всю речную систему Вилюя. По итогам всех этих мероприятий научные работники должны дать объективную оценку по каждому пункту. Научно-исследовательские работы стали возможны благодаря соглашению Алроса и Целевого фонда будущих поколений.